Добрый день, вы смотрите программу «Гюнтар Темиды». Сегодня 15 ноября, в четверг, в Джору-Кенеше проходит заседание парламента. Традиционно в четверг работа заседания началась с рассмотрения вопроса разного, в ходе которого парламентарии озвучили ряд социально-экономических проблем населения. Далее после этого депутаты приступили к рассмотрению большого пакета законопроектов, которые затрагивают республиканский бюджет. В частности, парламентарии рассматривают отчет об исполнении бюджета за 2017 год, также поправки в бюджет текущего года, и сегодня парламентарии рассмотрят также и бюджет за 2019 год. За моей спиной сейчас находятся члены правительства, которые пришли озвучить цифры, данные и ответить на вопросы парламентариев. А сейчас давайте послушаем мнение наших депутатов относительно эффективности расходования финансовых средств, а также их распределения. Самым большим инвестором в Кыргызстане является само правительство. Мы тратим 2 миллиарда долларов, это почти 161 миллиард сомов. У нас расходная часть бюджета планируется в следующем году. Это чуть больше, чем 2 миллиарда долларов. Если бы это все правильно использовалось, то, наверное, экономика была бы другая, структура экономики была бы другая. Мы не можем объяснить людям, что мы сейчас строим капитализм. Что это такое капитализм по-кыргызски? Мы не отказались от социализма и от коммунизма. Мы хотим, чтобы все были равны. И делим сюинчу на всех. И на богатых, и на бедных. Одному это на стакан семечки или на мороженое, а другому не хватает даже на пирожки. То есть вот это все социальную несправедливость, неэффективность порождает сама нормативная база, которая с точки зрения эффективности защиты наших прав, наших граждан, возможности получения денег из бюджета, она неправильно построена. Вот для этого мы сделали бюджетный кодекс. С 1 января он начал работать. Вот в этом году мы первые итоги начинаем подводить, и мы начинаем видеть, почему мы больше денег даем милиции, и больше получается у нас бандитов, воров и так далее, и так далее. Может, они вместе, у них, может, один желудок, да? Может, мы как авиацена, да, использовал, 40 дней давал только воду, и тогда все исчезало. Может, мы прекратим финансирование правоохранительных органов, которые за них отвечают, и, может, тогда перестанут существовать и другие тоже. То есть очень много таких философских вопросов, но я могу сказать одно. Мы сделали анализ в Комитете по бюджету и финансам, вывели цифру и вам доложились о том, что мы приняли за это время на себя 10 миллиардов кредитов и грантов. Грантов 3 миллиарда 700 миллионов долларов. И мы сейчас не можем найти конца. Я обрисовал ситуацию, как республиканские деньги распределяются. Да? Мы не можем это четко квалифицировать, учитывать, и мы не видим эффективности обратной отдачи, какая она. Вот теперь по кредитам то же самая ситуация. То есть мы кое-как научились учитывать их, а вот эффективно их использовать, тем более потом их отдавать, придется же эти кредиты, мы пока не умеем. Вот здесь мы тоже должны все перестроиться. Вот если мы получили 10 миллиардов долларов, наше внутреннее валовое производство не может быть 7 миллиардов, понимаете? Негизги бюджет кабыл алуу укугу жогорку кеңеште да. Ошондуктан бизде тармактык комитет бар. Ар бир тармактык комитеттен ошол ведениясы боюнча министрликтер карайт да. Ошондуктан биз жогорку кеңеште карап атканда тармактык комитеттерде сөзсүз баягы өзүнүн тармагына караган министрликтерге кээ бир бюджеттерди чечүү үчүн сунуштар берилет. А бирок негеде толук кандуу кабыл алынбайт. Эмне үчүн дегенде жалпы бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн баягы бөлүү укугу көбүнчө бир өкмөттө болуп калат. Өкмөттүн сөзсүз макулдугу керек болуп калат. Азыр биз көрүп атабыз эми 2018ге дефицит 20 миллиард болгон. Азыр 5 миллиардга азайтып өзгөртүү келди. 15 миллиард дефицит менен азыр биз кабыл алып атабыз. Эми 19га бул былтыр 20 миллиард дефицитти 10 миллиардга азайтып атат да. Бул деген бизде бюджеттин киреше бөлүгүндө акча каражаттары мындай көбөйдү дегендик болуп эсептелет. Эгерде биз ушул темпте кете турган болсок, Кудай буюрса жакында ушул баягы киреше бөлүгүбүз менен чыгаша бөлүгүбүз бир теңделет. Мындайча айтканда балансировать этилет да. Ушул учурда мисалы үчүн айлык акыларды же болбосо ушул кээ бир чыгашаларды көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Ошондуктан негизги бюджетти кабыл алып атканда бюджет бул өкмөттүн негизги мыйзамы да. Ошондуктан өкмөткө биз ошол бааны дагы
бюджеттин аткарышы боюнча коебуз да. Ошондуктан баягы биз дагы бүгүн эми депутаттар сунуштарды беребиз. Мен өзүм дагы сунушум бар. Кээ бир тармакта ушул туура эмес бөлүнгөн жерлер дагы бар. Аны моюнга алышыбыз керек. Бирок келечекте бизде негизги приоритет болгон тармакка өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Как вы думаете, насколько у нас эффективно распределяются финансовые средства по секторам в госбюджете? Ну, вроде бы вот на образование, да, выделяется, наверное, больше всего финансов, финансирования, но в то же время мы абсолютно не продвигаемся, да, в образовании. В здравоохранении происходит то же самое. Я думаю, просто нужно, я уже устала, знаете, у меня замазолено это слово, мы неправильно расставляем приоритеты, да, на что и как нужно тратить деньги. И еще самый больной вопрос. Мы так привыкли грантам, да, они нас настолько развратили, а эти гранты, многие министры, я сейчас не буду называть, хочется пофамильно прям назвать, да, они воспринимают как свою, как им личную помощь от кого-либо. Хотя грант, он дается для помощи и поддержки страны и бюджета. И как говорится, что это же просто, это же не кредит, а просто грант. Но просто так ничего не бывает. Повторю старую поговорку: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Потом мы все равно за эти гранты рассчитываемся или где-то поднятием руки на международной арене, где-то, может быть, в ущерб своей страны, авторитетом своей страны. И когда нам тычут, говорят, что мы вам очень хорошо помогли, а эти деньги идут неизвестно куда, и плюс ко всему, почему нам навязывают помощь, они решают за нас, куда нам нужно направить деньги, да? Я так думаю, помощь, она должна быть как совет. Такой, когда совет нужен тогда, когда он востребован, да? И грант то же самое. Почему бы не сделать так, как мне понравилось на одной встрече, косовцы сделали. Они сказали: если вы хотите помочь, вот мы вам даем вот эти направления, где нам нужна действительно помощь. Если хотите, дайте грант, и это будет именно, полезная помощь. А не так, что когда нам навязывают какую-то программу, выделяют под это деньги, часто эти гранты идут на разрушение, например, как, например, образование или здравоохранение. И польза от этих грантов никакой, но какую-то кабалу определенную мы все равно попадаем. Прежде всего мы должны определиться в доходной части бюджета. Вот 2017 год, он наглядно показал, какие издержки сегодня в бюджете у нас есть. Потому что я прочитал отчет аудит счетной палаты, чуть волос дыбом не стал. Вы понимаете, столько нарушений. Вот, прежде всего, я хотел сказать, что эти нарушения идут в Минфине. Я всегда говорил, особенно использование средств, которые поступают от международных доноров. 638 миллионов сумм, по-моему, насколько я знаю, они просто исчезли. Когда счетная палата выявила, оказывается, не учли. Но это же, вы представляете, в бюджете такие вещи. Это, я сказал, уголовно наказуемые вещи даже. Премьер-министр там выговор объявил и так далее, но эти вещи нельзя так. Мы должны жестко следить, потому что, вы понимаете, что такое бюджет? Это наша жизнь, это наши расходы, наши приобретения, наш существует кровеносный сосуд. И правильно, что у нас парламент так утверждает бюджет. Я еще скажу вещи, есть средства, которые мы заимствуем, берем, а некоторые руководители отдельных ведомств, местных органов власти, к сожалению, неиспользование. Мы платим проценты на эти деньги, которые не использованы. Это тоже нонсенсное явление. То есть деньги не использованы, да, 50 тысяч долларов, по-моему, евро получили, 2 миллиона евро получил Карабалтийский местный орган, по-моему, там. И из них 50 тысяч платим за то, что деньги мы не использовали. Это есть все в счетной палате. Я вообще предложил бы, чтобы мы обязательно аудит счетной палаты отдельной статьей каждому бюджету рассматривали. Вот там четко, я не говорю, что я разбираюсь, но все-таки аудит есть аудит. Аудит четко указывает. И именно каждый год счетная палата пишет,
громадные ошибки, громадные недостачи в использовании бюджетных средств, мы просто их проглатываем, и очередной год приходит, снова на те же грабли наступаем. Мне кажется, аудит счетной палаты надо обязательно ставить отдельное рассмотрение, и по итогам их премьер-министр, правительство отдельным руководителям должны принимать самые жесткие меры. Тогда мы наладим дисциплину. Тогда финансовая дисциплина будет такой, которая должна быть по идее. С какими цифрами вы пришли? Что нас ожидает в 2019 году? Есть ли у нас опять дефицит бюджета? Ну, по дефициту бюджета, я думаю, наверное, вам Минфин более подробную информацию даст, но в этом году мы прогнозируем бюджет на 2019 год и параметры на 2020-2021 годы, и практически двукратное уменьшение дефицита бюджета происходит с 20 миллиардов до 10 миллиардов. А какие поправки внесены в бюджет 2018 года? Основные моменты? Вы знаете, то есть как бы бюджетный процесс построен так, что как бы принимается бюджет на следующий год, да, но в ходе его исполнения меняются макроэкономические параметры, то есть уточняются итоги предыдущего года, меняются стат-данные, соответственно, параметры макроэкономического прогноза тоже меняются. Бюджет строится на параметрах макроэкономического прогноза. То есть, если говорить о 2018 году, то у нас прогнозные цифры за прошлый год по росту ВВП увеличились, соответственно, база выросла, да, и мы поменяли прогноз на 2018 год, то есть первоначально у нас рост был 3,6%, мы уменьшили до 2,8%. Ну, это вот как бы все те экономические, макроэкономические параметры, которые влияют на цифры, которые мы отражаем в бюджете. И, соответственно, законодательство позволяет дважды в год обращаться в Джургу Кенеше и вносить корректировки в бюджет, связанные вот с этими факторами. И вот и в основном из-за этого мы сегодня как бы предлагаем в парламенте изменения параметров бюджета 2018 года. И на этом программа Гюнтар Тебенде завершена. После обеда будет продолжена трансляция заседания. Спасибо большое. До свидания.